Переход через мост Сират. После опроса, мизана, весов и мучений на Арасате ожидается самое трудное испытание – переход через мост Сират. Тот, кто споткнется на этом мосту, он попадет в ад, а тот, кто сможет перейти, попадет в рай. Сират – это мост, проложенный через ад. Он широк для тех, кто в жизни следовал по верному пути, а для тех, кто ослушался Аллаха, он острее сабли и тоньше волоска. Человеку стоит задуматься над тем, в каком состоянии и страхе он будет, когда увидит этот мост и ад, который горит под ним, когда услышит крики из этого ада, когда ему прикажут подняться на Сират, как у него ноги задрожат от страха, как ему будет трудно нести мешок своих грехов по тонкому мосту Сират. Человек узнает цену шариатского пути, его величия, когда увидит опасность Сирата, когда он успеет встать на него второй ногой, как первая разрежется словно топором, когда увидит спотыкающихся и падающих в ад людей, когда увидит беспощадных забаниятов, ангелов мучений, и как они тащат за собой людей, скованных раскаленными железными цепями. Люди, падающие с Сирата в ад, будут кричать: «Почему я в жизни своей не совершил больше благих деяний?» Другие скажут: «О Аллах, хоть бы я не дружил с плохими людьми», и будут кусать свои руки. Третьи скажут: «О, хоть бы меня мать вообще не родила», и будут бить себя в грудь и царапать лицо. Проходя по Сирату, некоторые падают сразу, некоторые после того, как проходят небольшое расстояние, другие – доходя до конца. Время, которое человек проведет в аду, зависит от тяжести и количества его грехов. О том, что лицемеров опрос и Сират не ожидают, мы говорили раньше. Правоверного му'мина ожидают трудности Сирата за то, что он забывал о них и совершал грехи. От этих трудностей человек спасется только в том случае, если он будет оберегаться от грехов. А тому, кто будет плакать горючими слезами, услышав проповедь об этих муках и наказаниях, и продолжать после этого совершать грехи, нет спасения. Тот, кто чего-то боится, обязательно постарается отдалиться от этого. Тот, кто чего-то желает, будет стремиться к этому. Страх и плач спасут человека только в том случае, если они призывают к богослужению. Страх людей, у которых слабый иман, хуже женского плача. Когда алим рассказывает о тяжести судного дня, они говорят: «Мы просим Аллаха хранить нас от этих мук». Или просят: «О Аллах, спаси нас от них», и продолжают совершать грехи, являющиеся причиной попадания их в ад. Иблис смеется над их словами. Такой человек подобен человеку, который один находится в лесной глуши. Ему грозит быть растерзанным львом, а за спиной у него большая крепость. Не спасется же он, если при нападении льва скажет: «Я прошу спасения от этого льва при помощи крепости», и не зайдет в эту крепость. Если кто не оставлял греховное и тем не менее любил пророка, саллаллаху алейхи вассалям, возвеличивал его сунну, кто уважал хороших людей и стремился возвеличивать их, стремился получать баракат от их мольбы, может быть, что при заступничестве, шафаате пророка, саллаллаху алейхи вассалям, и тех хороших людей он будет спасен. И, несомненно, такого человека ждут адские муки, соответственно его грехам, если не перестанет грешить. Пророк, саллаллаху алейхи вассалям, сказал: «Когда люди попадут в ад, они будут жаждать смерти, а обитатели рая будут бояться смерти так же, как и в этом мире. У обитателей ада будет бесполезная надежда на то, что огонь ада сожжет их, и на этом придет конец их мучениям. На место между раем и адом Аллах пошлет ангела со смертью в облике барана,
Этот ангел обратится к их обитателям. «Посмотрите на меня. Вы знаете, что это за баран?» Когда они посмотрят на этого барана, то поймут, что это смерть в его облике. Затем ангел зарежет барана на виду у всех, и они услышат голос Всевышнего. «О обитатели ада и рая! Теперь вы бессмертны навсегда. Вы навсегда останетесь живыми». Обитатели ада заплачут, потеряв надежду, а обитатели рая радостно скажут: «Хвала Аллаху, который избавил нас от мучений и тяжестей и поселил нас сюда. Если бы не милость Всевышнего, мы не были бы в раю», рассказал пророк, саллаллаху алейхи вассалям. Все-таки Аллах не оставит навсегда в аду людей, оказавшихся там из-за того, что плохих деяний они совершили больше благих, но придерживались того, что Аллах един и Мухаммад – его посланник. Аллах держит их в аду в зависимости от их грехов, затем выводит их из ада и отводит в рай. Сказано, что пока они находятся в аду, им не грозит постоянный огонь, как кафирам и мунафикам. Сказано, что органы людей, совершавших хоть малую долю богослужения, Аллах умножает, затем сжигает этих людей. После этого они не чувствуют огонь ада, пока Аллах не выведет их из него, находясь в огне, превратившись в угольки. Ангелы найдут их тела, превратившимися в уголь. Но их языки, которые поминали Аллаха, и лбы, которые делали ему сужда, сохранятся в целостности. Так, через определенное время их выведут из ада. Сказано, что человек, хоть раз в жизни искренне произнесший «Ля илляха илля-Аллах» и умерший в этом убеждении, в аду окажется не навсегда, если даже он бессердечный. Самое большое наказание в судный день тому из бессердечных му'минов, кого Аллах наградил здравым умом, здравым телом, здоровьем, состоянием, если он не вспоминает о своем Создателе 1 или 2 дня, пользуется возможностью совершать плохое, имея здравый ум и здравое тело, с радостью и гордостью довольствуется этой возможностью и не думает о том, что это плохое деяние, и не боится наказания Всевышнего. Сказано, что в судный день человека ожидает наказание и вознаграждение в соответствии с его деяниями. Сказано также, что его ожидают страшные наказания, и Всевышний оставит его без внимания. Не вспоминать о Всевышнем, не думать о нем – большой грех. Тому, кто считает себя верующим, в тот момент, когда он возьмется за грех, необходимо вспомнить о том, что Всевышний найдет соответствующее ему наказание. Сказано, что наказание за грех, совершенный, зная о том, что будет наказан, будет облегчено, если не будет отменено. Задумайтесь. Человек, свидетельствующий тому, что Аллах един, и Мухаммад, саллаллаху алейхи вассалям, его посланник, не должен думать, что за совершенные грехи, если даже попадет в ад, будет гореть в адском огне только один раз, поскольку он мусульманин. Потом Аллах отправит его в рай. Так в рай Аллах пошлет лишь человека, умершего в имане. Кто же такой человек, который знает, что умрет в имане, и в то же время делает грехи? Что может быть хуже для верующего, чем страх потерять иман перед смертью? Аллах создает сердце человека светлым, как включенная лампа, а после совершения грехов на нем появляются черные точки. От этих точек сердце становится черным, подобно углю, свет его слабеет. Иман может отдалиться от человека с таким сердцем.